Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас будет интересный эксперимент. Сразу поставил таймер. Значит, будем... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну? Итак, сегодня мы еще не только будет вечернее катание, но и протестируем камеру Action 5 от DJI. И, соответственно, узнаем, насколько хватит ее работы на морозе. Так, сегодня в городе Якутске у нас температура, давайте посмотрим. Так, минус 34 градуса. И, соответственно, будет такой небольшой проезд по городу. Буду смотреть, до скольки хватит у нас заряда. Так, съемка ведется в 4К, 50 кадров в секунду. И стабилизация установлена горизонт балансинг, то есть выравнивание по горизонту. Так, ну что, поехали, посмотрим на вечерний Якутск. Для чистоты эксперимента тест будет проводиться в основном в движении. Также внизу экрана вы видите тайм-код, который начал свой отсчет от начала съемки видео. Камера снимает без остановки, за счет этого видео для кого-то может показаться затянутым. Если вы торопитесь, то можете перемотать сразу на 28 минуту 25 секунду этого сюжета. Там подводится основной итог. В видео будет использоваться ускорение, видео никак не обрабатывалось, снималось с автоматическими настройками, только экспозиция при съемке снижена на 0,3. Камера пишет звук на встроенный микрофон, на монтаже слегка убраны посторонние шумы и наложен компрессор. Этот тест направлен только на морозостойчивость камеры и больше ни на что. Приятного просмотра! Так, ну по таймингу у нас 5 минут 50 секунд. Полет пока нормальный. Ну, надеюсь, не будет час снимать, потому что на улице сегодня не май месяц. Давно хотел сделать этот эксперимент, но все как-то побаивался за камеру. Но в целом вот через пару дней будет съемка зимнего похода. Ну, заодно и протестирую, сколько может камера снимать. Так, мы сейчас подъехали в площадь Орджоникидзе. Я вижу, что снимает 11 минут 50 секунд. Сейчас поедем по велодорожке. Так, площадь Ленина, время 16 минут 20 секунд. Так, что-то уже неплохой результат. Ну, я смотрю по индикатору батареи, все те же почти там, ну, полный заряд показывает. Ну что, еще покатаемся. Так, на удивление, камера еще работает. Время 20 минут 10 секунд. У меня уже велосипед дубеет, и крутить педали сложнее гораздо. Так, я думаю, можно ехать в обратный путь.
Если что, там еще навернем круги. Я тут, кстати, подумал, вдруг у нас камера совсем замерзнет и не сохранит файл. Поэтому сейчас тут согретый телефон. Так, 21 минута. Все работает. Оба экрана включены, по-моему. Ой. Вот так. Так, ну, тест камеры проходит нормально. Уже больше 20 минут тут на 30-градусном морозе. Двигаем дальше. Так, одно деление ушло. Так, 30 минут. 30 минут работы. Так, где-то больше половины батареи. Еще одно деление ушло. 30 минут. Обалдеть. Если честно, я думал, если хотя бы минут 20 будет работать, то уже хороший результат. Но уже 30. Даже становится интересным. Так, ну этот момент нужно запечатлеть. На всякий случай, вдруг запись не сохранится. Надеюсь, телефон не замерз. Я его положил в меховую зимнюю шапочку. Так, 33 минуты 20 секунд. Так. Что, поехали дальше? Так, камера работает 40 минут уже. Сделаем небольшое фото.
Так, это что у нас? Снег. Ага. 43 минуты 40 секунд. Я бы на самом деле уже закончил бы эксперимент, потому что мне достаточно. Вот. Еще будет интересно посмотреть. Допустим, на втором покете в такую погоду замерзал автофокус. Замерзал автофокус, не выдерживал. Я надеюсь, что все работает. Ну-ка, да. И сюда. Так, ну ладно, давайте до часа дотянем. 15 минут. Не знаю, значит, батарейка у нас все еще больше половины. А дело уже идет к часу почти. Но я думаю, может, уже должна уже скоро выключиться. И не будем загадывать. Вернулись мы туда, откуда начали. 51 минута. Я уже немного устал крутить педали, поэтому какая разница? Едем мы или стоим? Все равно мороз. Так, кажется, потеплело, стало минус 34. По-моему, было минус 30. Минус 33 стало. Было, по-моему, минус 34, если я не ошибаюсь. Таймер на телефоне. На экране я вижу 51:48. Ну, получается, тут чуть-чуть с запозданием. Телефон у меня, чтобы не было вопросов, лежал в такой зимней шапке, сумке. Мне кажется, он бы уже замерз. Так, ну, я предлагаю еще минут 8 подождать и мучить оборудование. Что час на таком морозе — это хороший показатель. Ну, плюс здесь, скорее всего, идет разговор о том, что внутри все-таки камера еще нагревается. То есть она снимает 4К, 50 кадров в секунду. Соответственно, ну, какое-никакое тепло выдает. То есть такой показатель тоже. Обычно же мы снимаем моментами, и если камера находится все время на улице, то тут уже будут совсем другие цифры. Так, 52-55. Ну, на самом деле, так, давайте-ка чуть монопод опущу вниз, если получится. Ага, вот так вот. Ну и, соответственно, так, вроде бы картинка четкая. Сзади посмотрим. Тут не совсем видно на экране, но вроде бы автофокус работает. Да. Да, не ожидал я, что так долго будет работать камера. Рассчитывал там, даже если 30 минут было бы хорошо. Но сейчас уже скоро будет час. Про что рассказать, может, про велосипед. Дахом на 20-дюймовых колесах, городской вариант, с жесткой вилкой, складной. Где-то минут через минут через 10-15, наверное, движения чувствоваться начинает, что велосипед подмерзает, соответственно, ну, смазка немного дубеет. Я зимней смазкой не набивал ничего, то есть он как есть. Ну и, конечно, давление в колесах, я думаю, тоже падает и делает свое дело. Так, 54-37. Эти утеплители на руль. Очень хорошая штука. То есть я вот в таких тонких перчатках, в принципе, даже когда велосипед стоит на улице, после работы выходишь и никакого дискомфорта.
Если раньше приходилось надевать сверху пуховые такие рукавицы, но это не очень удобно. Вот, это такой хороший вариант для зимнего катания. Ну, просто я в этом году только для себя открыл это зимнее катание. Видите, я в такой тонкой куртке, но на самом деле внутри жара. Если бы одел пуховик зимний, то сейчас бы, наверное, его выжимал. В целом, наверное, можно даже... Нет, нормально. Так, 55-40. 56. Так, ну, я думаю, план довести до часу и выключить, закончить наш эксперимент. В целом неплох. Хотя посмотрим. Может быть, пойдем до победного конца. Так, еще раз. Ну, автофокус, по-моему, у экшена там это 30 сантиметров где-то, если я не ошибаюсь. То есть, если четко видно надпись, то автофокус работает. И меня еще интересует, конечно, запись звука. Пишет он на свои микрофоны. Надеюсь, они не замерзли. В общем, посмотрим. 57 минут. Если честно, я даже не знаю, куда еще съездить. Куда-то далеко не хотелось бы. Но еще есть 3 минутки. Так, чтобы для сомневающихся... Так, видно, надеюсь, 57-28. Ну, их я включил. Получается 57-33. Тут 57-38. Перестраховался, но может телефон сядет. Сейчас еще и часы замерзнут, поэтому... Ну... Продолжительность видеофайла никто не отменял. 58. Нет, на самом деле я в шоке. То есть, это одна из камер, которая в мороз без чехла так вот может работать. Да, похвально, похвально. Угу. Так, вот сейчас я вижу, что половина деления. Батарея ушла наполовину. Так, батарейка на половине. 59 минут. На улице минус 33. Так, вот я на телефоне что-то вот так вот. Морозно. Так, рубеж в час сейчас будет 59:30. Так, экранчики у нас оба работают. 59:40. Батарея. Ну, кстати, процент можно посмотреть, интересно, да? О, 54. 54% батареи. И час. 50 минут, друзья. 50 минут, я честно в шоке. Так, сейчас телефон откажет работать. Так, чтобы все было по-честному, час
Лимит в час мы прошли. Так, ну же самому интересно. Чуть-чуть прокачусь. Да, не рассчитывал я на такой эксперимент, что затянется 65 минут, то есть 1 час 5 минут уже работает камера. Фу. Так, снимаем мы. Работает камера 66 минут. Батарейка 49%. Ну что можно сказать? Если вы катаете на сноуборде, то, наверное, вряд ли вы катаете ниже минус 30. По-моему, эта камера может выдержать весь день. Вот. Конечно, хотелось бы, можно было провести сравнительное. Такая камера, либо Action 5, либо там аналог классической камеры одного известного производителя. Вот, и поставить их как бы вместе. Но, к сожалению, такой у меня нету. Есть одна Action камера, Action 5. Ну и в целом я доволен, друзья. Доволен, 67 минут. И такое ощущение, что обычно же батарея очень резко снижается. И видно эту вот прогрессию. Здесь я вижу, что она просто, если, ну, конечно, не в стандартных, не в штатном порядке разряжается, но, тем не менее, неплохо. Как бы плавно. Так, кстати, визуально, да? То я тут говорю, что так, на экране у нас файл идет час 7 минут 54 секунды. Ну а на таймере, как видите, час 07:57. Я просто смотрю на этот таймер и вообще глазам не верю. Пока на скамеечке посижу, отдохну. Так, 71 минута. Ладно, пора двигать до дома. Если камера будет работать, там запишем финалочку. Я уже все, хочу горячий чай. Ладно бы, если бы мы, да, с тобой объяснили там клубы. Так, в общем, тот момент, когда техника выдержала, а человек уже
хочет домой. 76 минут. Ну, я думаю, более чем хороший результат. В целом, на будущее, да? То есть 30 градусов. Час видео точно можно записать на Action 5. Для себя сделал заметочку. Ну и, соответственно, вам, думаю, было интересно посмотреть на этот небольшой эксперимент, в котором я подустал, подмерз и хочу горячий чай. Так, ну давайте так, чтобы для проформы еще 3 минутки и будем выключать, кстати. Так, для объективности. Там, скорее всего, все будет ускорено в видео, поэтому час 17 минут. 1 час 17 минут. Так, и для себя также отмечу, что прятать в теплую шапку телефон тоже можно увеличить время работы на морозе. Но вот я не стал класть под куртку, потому что там все будет мокрое, влажное. Поэтому в отдельной сумочке лежит. И еще и укутан в теплую шапку. Так, еще 2 минуты. Тут меня аж любопытство не отпускает закончить наш эксперимент. Так, сейчас посмотрим проценты. 39%. То есть видно, что батарейка разряжается постепенно. Ну и в целом 50% это 1 час. Ну если так в обычных условиях. Хотя нет, каких обычных условиях? То есть полный заряд 100% по факту должно было хватить на 2 часа. Ну вряд ли. Потому... Так, напомню, что у нас 4К 50 кадров в секунду. И включенная стабилизация. Так, 79. Еще 1 минута. И все. Так, ну, давайте запишем общий отчет еще и на эту камеру. Итак, эксперимент не по технике, а по состоянию человека, который хочет горячий чай. Приостанавливаем. У нас 79 минут, 80. Заряд батареи. Так, заряд батареи 37%. Ну что, друзья, думаю, хороший результат. В целом доволен. Не ожидал, если честно. Поэтому на морозе в воскресенье пойдем в поход. Снимать на эту камеру можно и без утепления. Ну, конечно, с собой возьму дополнительные батарейки. Мало ли что. Так, вот видите, как бывает. Телефон у меня вырубился. Надеюсь, видео там сохранилось. Все-таки замерз. Так, ну, поэтому у нас есть дублирование на часах. Так, это вот тут маленькая цифра 1. 1 час 21 минута. Ну что, друзья, одевайтесь по погоде. По возможности гуляйте на улице. Занимайтесь активными видами спорта, отдыха. Ну, и в целом могу посоветовать, если вы живете в морозных регионах, вот эту камеру, которая выдерживает такие морозы и испытания. Всем пока!
Так, 81 минута 37 секунд выключаю. В тот же вечер я поделился с коллегой Данилом впечатлениями, и он, как владелец камер GoPro 12, тоже решил их протестить. Так, короче, видишь? Короче, я пошел ставить 2 GoPro. Вот они. Как вот, ага. А у них у обоих батарейки по 99%. Сейчас будем ставить и будем тестировать. Но я увижу только завтра. Надеюсь, они не замерзнут сильно. Я даже так сделал. Я их оставлю на ночь. То есть, если даже батарейки сядут, они будут стоять при минус 35, может даже и 40 на всю ночь. И утром мы это все проверим. Если не забуду, конечно. В режиме 4К камеры были оставлены на морозе на улице, и на утро мы, уже на работе, решили посмотреть, сколько же они отсняли материала. Так, ну что ж. Оп. Время у нас 5:45. Вот в таком вот состоянии. Будем забирать. Так, мой коллега Данил сейчас, в общем, вчера Я их не трогал даже, я их только занес и все. я ему говорил это. Вот. Что-нибудь тепленькое? Уже согрелись? Он их просто на ночь оставил. А свежие батарейки есть, да? Ну да, чуть живые. Сейчас посмотрим на длину файла. Так, Миш, Ну, кстати, с тобой не сделали качественно, допустим. у меня было 4К. Ну у меня тоже 4К должно ну стоять. Так. Один не включается. Ну, один из двух, это же хорошо. Мне, наверное, батарейки севшие. Давай там посмотрим. Они же одинаковые, 12-ки, да? Угу. Так. Файл. Так, файл. Вот он. 44 минуты. 44 минуты 27 секунд. Так. Доброе утро. Так, следующая, вторая GoPro-шка. 43:05. Короче, 44 минуты снимает точно, да? Ну, тоже нормально. А сейчас же 13 еще есть, да? 13. Ну, хуже как я понял. Хуже даже. Данил говорит, 13 не покупайте. Да. Лучше Action 5. Так, по скриптам небольшой. Я немножко вскользь рассказал про велосипед, на котором ездил. Ой! Вот, я думаю, достоин того, чтобы сделать небольшой обзор. Это велосипед Dahon K1 на 20-дюймовых колесах. Вот такой вот складной велик для города, самое то. И жесткая вилка, без проблем можно катать зимой. Шипованные резинки, шипованные покрышки, 4-рядные швальбы, Winter Plus. Так, это у нас утеплитель на руль Roku Bros. Хорошая модель. Ну вот сейчас минус 30-35. Очень комфортно ездить. Есть кармашки. Что-нибудь туда положить. Но, я думаю, не телефон. Такой холод. Ну, в целом, езжу на нем на работу. Где-то, ну, теперь уже получается, можно и до минус 35 ездить. Это самая низкая температура, когда я выехал. А так до минус 30 спокойно. В принципе, минут 15 и ты на работе. Велик легкий, комфортный, хорошо складывается. Что говорить, классика, можно сказать. Так, ну что, поездка удалась, эксперимент удался. Камера все еще снимает. Получается, я выключил, включил. Ну, в целом, рабочий вариант. В общем, я доволен. Всем пока, еще раз, и удачи.